Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы покажем водителя, севшего за руль сильно пьяным. Сели за руль пьяным. Может, он далеко уехал. Остановился он, внезапно врезавшись в припаркованный «Лексус». Расскажем, как женщина перелезла через забор и шагнула под колеса иномарки сегодня днем у железнодорожного вокзала. Из-за машины через забор, как свидетель утверждает, перелезла и побежала сюда. И сгорел в огне. В результате пожара был уничтожен садовый дом. При разборе места пожара было обнаружено тело человека. Тело, предположительно, владельца дачного участка нашли во время тушения пожара. Это и не только. Прямо сейчас. Сел за руль нетрезвым, считая, что ничего серьезного не произойдет. Крупная авария произошла на улице Васильченко. Hyundai Solaris на высокой скорости протаранил стоящую обочиной Lexus. По предварительной версии, предполагаемый виновник столкновения находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Почему он решил сесть за руль, знает Альбина Минибаева. А он вообще не тормозил. Я остановился сюда, вошел, он ехал. Остановившись у обочины, водитель «Лексуса» даже не предполагал, что спустя время его автомобиль столкнется со столбом. В этом ему помог водитель Hyundai Solaris, который врезался в него сзади. Ехала корейская иномарка, судя по всему, на большой скорости. Подойдя к мужчине, сидевшему за ее рулем, хозяин «Лексуса» понял о причинах аварии без лишних слов. Оно не в состоянии был. От водителя седана исходил запах алкоголя, да и сам он употребление алкоголя перед поездкой не отрицал. Рассказал, что стоящий автомобиль попросту не заметил, а за руль сел по весьма простой причине. Сели за руль пьяным. Может, он далеко уехал. Мужчина согласился пройти проверку на алкотестере. Прибор показал 1,226 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Теперь, вероятнее всего, ему придется забыть о вождении на ближайшие годы и оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Альбина Минибаева, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. 65-летняя женщина попала под колеса Daewoo Nexia сегодня днем на улице Саид-Галеева у железнодорожного вокзала. Как рассказали очевидцы, под машину она попала, вероятно, по своей же вине. Она, видимо, посчитала, что быстрее и безопаснее перелезть через забор и пробежать сквозь плотный поток машин, чем воспользоваться пешеходным переходом. Он был в паре десятков метров. Ленар Гинатуллин был на месте происшествия. Перелезла через забор и побежала навстречу. Все. Она решила проигнорировать подземный пешеходный переход. Он находился буквально в нескольких десятках метров, а побежала через дорогу, не обращая внимания на поток машин. Женщина переходила дорогу в неположенном для этого месте, и водитель Daewoo Nexia просто не успел ее заметить, выходящую между двумя автомобилями. Как говорит водитель Daewoo Nexia, он ехал в сторону улицы Ташаяк. В обратном направлении был большой затор, и машины стояли. Вдруг из-за стоящей машины ему прямо под колеса выбежал человек. Остановиться моментально помешали законы физики. А она из-за машины выбежала? Из-за машины через забор, как свидетель утверждает, перелезла и побежала сюда. И между двумя грузовыми машинами, где выскочила сразу. Женщину госпитализировала карета скорой медицинской помощи. По предварительным данным, пострадавшая получила перелом ноги, но предстоит более тщательное обследование. Прибывшим сотрудникам автоинспекции предстоит разобраться в деталях происшествия и определить степень виновности обоих участников наезда. Ленар Гинатуллин, Александр Лобанов. Вызов 112. Hyundai Solaris и микроавтобус Peugeot столкнулись сегодня на улице Пушкина. Они двигались в одном направлении, но в соседних полосах. В какой-то момент водитель корейской иномарки решил перестроиться, но не рассчитал расстояние до детского автобуса. В момент происшествия он был пустой, без пассажиров. В результате аварии никто не пострадал. Участники происшествия зарисовали схему столкновения и отправились в автоинспекцию оформлять все документы. Обвиняется в убийстве ради куртки, ботинок и мобильного телефона. Сегодня Верховный суд Татарстана приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Геннадия Родионова. По данным следствия, после распития спиртных напитков он ради личного обогащения сначала избил, а потом нанес смертельное ранение осколком бутылки своему собутыльнику. Мужчина от полученных ран скончался на месте. Анна Городнова из зала суда.
Он прячет свое лицо от видеокамер. Как установили следователи, в июне этого года в селе Кирельское Камск-Усинского района 23-летний Геннадий Родионов убил 64-летнего мужчину. Сейчас их задача доказать суду, что все было именно так, как гласит уголовное дело. Согласно нему, мужчины вместе распивали спиртные напитки. В какой-то момент молодой человек потребовал у собутыльника деньги, на что получил отказ. Но такой ответ Геннадия не устроил, и в ход пошли сначала кулаки, затем разбитая бутылка. Удар стеклом в шею оказался смертельным для пенсионера. Желаемое оказалось в карманах молодого человека. Подсудимый взял 2 мобильных телефона, куртку, ботинки. Похищенное составило чуть более 3000 рублей. Ушел из этого дома, какое-то время скрывался. В итоге преступление было раскрыто, и сегодня началось рассмотрение уголовного дела. Сам подсудимый вину свою не отрицает. Ты все так же признаешь? Говорит, что деньги нужны были для ребенка. Он инвалид и постоянно требуются средства на лечение. Несмотря на признание, жена подсудимого до сих пор не верит, что ее муж мог убить человека. Мне кажется, он в этом не виновен. На него повесили все это. Быть такого не может, он это дело совершил. Нахожусь я на его иждивении, получается, по уходу за ребенком-инвалидом. Вот. И хотелось бы ходатайство, конечно, заявлять, чтобы его не судили так, как положено, строго. Какое наказание запросит для подсудимого государственное обвинение, станет известно на следующих заседаниях после представления сторонами всех доказательств. Анна Городнова, Ленар Гинатуллин, Александр Лобанов. Вызов 112. 3 мужчин погибли минувшей ночью в Нижнекамске. Трагедии произошли в разное время и в разных местах. Погибшие были друг с другом незнакомы. Пожилой мужчина упал с 5-го этажа. Падение стало для него фатальным. А 2 других скончались, предположительно, в результате асфиксии. Сергей Хайдаров с подробностями. Трагедия произошла здесь, в доме номер 9 по улице Тукая. 69-летний мужчина упал с 5-го этажа. Очевидцы тут же вызвали скорую помощь. Врачи довезли его до больницы живым, но в приемном покое мужчина скончался. Как все произошло, выяснили следователи в ходе проверки. Вечером находился в состоянии алкогольного опьянения. Поссорился со своей супругой. Она ушла из дома, вышла из квартиры, пошла к соседям. Он оставался дома один. Стал слезать через балкон, поскольку на балконе была обнаружена веревка, привязанная к перилу. То есть, здесь либо из-за состояния алкогольного опьянения, либо из-за психических отклонений. То есть полез через балкон, по неизвестной причине пытался через балкон вылезти на улицу. В деревне Кызыл-Яр и садовом обществе «Нефтехимик» минувшей ночью обнаружили тела 2 мужчин. Одному 43 года, другому 47. Оба человека погибли от асфиксии. Известно, что погибшие злоупотребляли алкоголем. Сейчас причины их гибели предстоит установить следователям. Сергей Хайдаров, Анастасия Шакирова и Евгений Лызаев. Вызов 112. Обгоревшее до неузнаваемости тело извлекли нижнекамские пожарные из-под завалов дачного домика садового общества «Шинник». Огонь разгорелся минувшей ночью на площади в 15 квадратных метров. Но пламя было таким, что спасатели не смогли установить пол погибшего человека. Рамиль Шайдуллин о трагедии. 2-й этаж выгорел полностью, крыша обвалилась, из 4 стен только 2. Все, что осталось от дома. Могло не остаться ничего, в том числе и у соседей. В эпицентре пожара находился газовый баллон. Его спасатели успели откинуть в сторону. В результате пожара был уничтожен садовый дом. При разборе места пожара было обнаружено тело человека. По словам огнеборцев и представителей Следственного комитета, тело обгорело настолько сильно, что сразу не удалось даже определить пол погибшего. Сейчас следователи проводят проверку. Установлен, гражданин, практически, который находился в этой будке с вечера. Мужчина ночевал потому, что он там занимался порядком, в смысле, то есть убирал мусор, то есть занимался ремонтом будки. Супруга вчера вечером от него уехала. Сегодня должен был вернуться. Вернее, как он сегодня должен был сам вернуться. Такая трагедия произошла. Инспекторы надзорной деятельности выясняют причину возгорания. Сейчас разрабатывается 2 версии. Это неисправность электрооборудования и неосторожность при курении. Результаты проверки будут известны позже. Рамиль Шайдуллин, Александр Комаров, Фахри Исламов. Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте. Туда же можно присылать и снятые вами видео. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.